Таджикские солдаты и офицеры пройдут торжественным маршем на параде Победы в Москве. Рота солдат и офицеров Минобороны Таджикистана примет участие в юбилейном параде Победы, который состоится 24 июня на Красной площади в Москве. Об этом пишет Азия Плюс со ссылкой на источник в оборонном ведомстве страны. На марш на Красной площади также приглашен президент Рахмон и некоторые чиновники. Представители режима подтвердили, что Эмомали Рахмон примет участие на параде. Парадный расчет вооруженных сил Таджикистана будет доставлен в Москву военно-транспортным самолетом Минобороны России в конце текущей недели. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. Напомним, ранее мировая пандемия скорректировала планы Кремля, который заранее назначил грандиозный праздник в честь 75-го юбилея окончания Второй мировой войны в Москве. Однако президент Путин, несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию в стране, анонсировал, что парад Победы в обязательном порядке состоится после карантина и дал указания соответствующим ведомствам по подготовке к параду. Эксперты отмечают, что Россия как наследник Советского Союза превращает окончание войны в политический символ России на международной арене, а режим Рахмона, находящийся под влиянием Москвы, не только принимает участие в российских мероприятиях, но и популяризирует данную дату в Таджикистане. Совместно празднуем 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Таджикистане помнят и чтят эту священную дату. В стране запланирован ряд торжественных мероприятий. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента России, уважаемого Владимира Владимировича Путина, примет участие в параде 9 мая в Москве. И все это при том, что Советская Россия ничем не отличалась от царской России, которая использовала регион как сырьевой придаток, источник продовольствия и живой силы. Что же касается жителей Центральной Азии, участвовавших в войне СССР против нацистской Германии, то подавляющее большинство были отправлены на войну не иначе, как под угрозой расправы.